Тема сегодняшнего нашего урока – размножение растений, цветов, органов размножения. Сегодня на уроке определение способы размножения растений, проанализируем значение размножения растений и живых организмов для природы и человека. Узнаем, что такое соцветие и каково его биологическое значение. Обратите внимание на следующие вопросы и попробуйте ответить на них самостоятельно. Какие способы размножения растений вам известны? А вы знаете, какими способами размножаются растения, которые растут в вашем огороде? Задумывались ли вы о том, откуда берутся новые растения? О том, зачем они цветут, зачем земляника отращивает себе усы? Все это имеет одну цель – продление рода. И растения, в отличие от всех остальных организмов, могут это сделать разными способами. И сегодня мы ознакомимся с несколькими способами размножения растений. Одно из них – вегетативное размножение, другое – генеративное размножение. А вы знаете, какие органы растений являются вегетативными? Это листья, стебель и, конечно же, корень. При вегетативном размножении растений новый организм развивается из клеток или частей вегетативных органов растений. Существует несколько способов вегетативного размножения растений. Так, это размножение посынкиванием, размножение с помощью корней, размножение с помощью усиков, размножение с помощью черенков, размножение с помощью кормища, размножение с помощью дополнительных почек, размножение с помощью луковиц, цветок – это сложный орган генеративного размножения цветковых растений. В определенную пору жизни зацветает каждое цветковое растение. После того, как цветок отцветает, на его месте развивается плод. В плоде развиваются одно или несколько семян. Размножение растений семенами называется семенным размножением. Все цветковые растения размножаются семенами, в том числе те, которые могут размножаться вегетативно. Посередине цветка отчетливо виден пестик. Он окружен многочисленными тычинками. Пестик и тычинки – основные части цветка. Их окружают околоцветники, венчик и чашелистник. Цветки вишни их по 5 штук. Венчик цветка вишни с лепестками, потому что все лепестки одинаковые и растут отдельно друг от друга. Давайте рассмотрим пестики и тычинки, являющиеся основными частями цветка. У каждой тычинки имеется пыльник, в котором созревает пыльца. Пыльник расположен на тычиночной гузе.
Пестик цветка состоит из рыльца, столбика и завязи. В нижней широкой части пестика плодовой завязи имеются семипочка. После цветения семипочки развивается семя, а из плодовой завязи вырастает плод. Итак, при любом способе опыления пыльца должна быть перенесена на рыльце пестика. Рыльце пестика покрыто липкой жидкостью. Поверхность пыльцы неровная. Это помогает ей удерживаться на рыльце. Прилипнув к нему, пыльца начинает прорастать. Постепенно образуется пыльцевая трубка. В ней два спермия. Вместе с растущей пыльцевой трубкой они перемещаются в сторону завязи. Внутри завязи расположена семипочка, в ткани которой находится зародышевый мешок с яйцеклеткой и центральной клеткой. Пыльцевая трубка проникает в завязь, достигает семипочки и через пыльцевход проходит к зародышевому мешку. Из нее выходят спермии. Один сливается с яйцеклеткой, другой с центральной клеткой. Происходит оплодотворение. Яйцеклетка и центральная клетка многократно делятся. Из оплодотворенной яйцеклетки образуется зародыш семени. Из центральной клетки эндосперм с запасом питательных веществ для зародыша. Постепенно зародыш поглощает питательные вещества эндосперма, откладывая их в семядолях. Из покровов семипочки образуется кожура семени. Итак, в результате оплодотворения из семяпочки получилось семя. А из завязи цветка развился плод. Встречается много растений, имеющих и пестики, и тычинки. Такие растения называются обееполыми. У некоторых растений имеются только тычинки. Это цветы мужского пола. Если у цветка отсутствуют тычинки и имеется только пестик, то это цветок женского пола. У огурца, грецкого ореха, кукурузы цветки мужского и женского пола имеются на одном растении. Растения, имеющие цветки мужского и женского пола, называются однодомными. А у таких растений, как конопля, тополь, липа, мужские и женские цветы расположены на разных растениях. Такие растения называются двудомными. Ознакомимся с двудомными растениями на примере липы. Весной на липе распускаются светло-желтые красивые цветы. Объединяясь друг с другом, они образуют соцветия, сережки. Это соцветия цветков мужского пола. Они издалека похожи на желтые мохнатые комочки. На другом дереве также образуются соцветия в виде сережек, но они не похожи на мохнатые комочки, и цвет у них зеленый. Это соцветие женского пола липы. Соцветие – это группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке. Соцветия бывают простыми и сложными. Соцветия, у которых цветки располагаются на главной оси, называют простыми.
К простым соцветиям относят кисть, колос, початок, головку, корзинку, зонтик и щиток. Соцветия кисть имеют капуста, ландыш, черемуха. В таком соцветии отдельные цветки расположены один за другим на хорошо заметных цветоножках, отходящих от длинной общей оси. Простой колос образуют не имеющие цветоножек, то есть сидячие цветки, расположенные на общей оси соцветия, как у подорожника. Корзинка – это соцветие у подсолнечника, астры, одуванчика, ромашки и многих других растений. В таком соцветии обычно многочисленные мелкие сидячие цветки расположены на утолщенном и расширенном ложе соцветия. Снаружи это соцветие защищено зелеными листьями, оберткой. У соцветия головка сидячие цветки находятся на несколько утолщенной и укороченной главной оси. Такое шаровидное соцветие образуется у клевера. Простой зонтик – соцветие, в котором цветоножки одинаковой длины входят из вершины оси соцветия. Такое соцветие имеют примула и вишня. Цветки в соцветии щиток отличаются от зонтика тем, что имеют цветоножки разной длины и от верхушки оси обычно отходят на некотором расстоянии друг от друга. Соцветие щиток образуют груша и спирея. К сложным соцветиям относятся сложная кисть или метелка, сложный колос и сложный зонтик. Соцветия с цветками, находящимися на боковых осях, отходящих от главной, называют сложными. Если несколько кистей отходят от общего стебелька, соцветие называют сложной кистью или метелкой. Такое соцветие имеют сирень и виноград. Соцветие пшеницы, ржи и ячменя называют сложным колосом. В этом соцветии на общей оси сидят несколько колосков, каждый из которых образован несколькими цветками. Морковь и петрушка имеют соцветие зонтика, состоящие из нескольких простых зонтиков. Такое соцветие называют сложным зонтиком. Ребята, теперь мы с вами вместе с помощью следующих вопросов закрепим изученный материал. Давайте ответим на первый вопрос. Какими способами размножаются растения? Правильно, вегетативными и генеративными способами. Каково значение размножения растений и живых организмов для природы и человека? Правильно. В результате размножения растений и живых организмов обеспечивается непрерывность жизни. Что такое соцветие и каково его биологическое значение? Правильно, молодцы. Соцветие – это упорядоченно расположенное собрание цветков на одной цветоножке. Цветы, собранные в соцветии, выглядят большими и красивыми, привлекают к себе насекомых и легко ими опыляются. А это биологическое значение соцветий. Теперь, ребята, в качестве домашней работы заполните следующую таблицу.
Для заполнения этой таблицы используйте учебник и другие источники. Спасибо всем за внимание. До свидания.